года. И вопрос у нас был по проекту почты «Выходите солнца». Когда Денис Николаевич просил, да, озвучить все-таки у них было предложение в адрес комиссии о выделении такой реализации. Мы хотели услышать мнение рабочих групп. Уважаемые коллеги, доброе утро. Да, в действительности, Сардана Барабанова, одна из наших ведущих постановщик кино, один из известных наших специалистов, в прошлом году обращалась в народный бюджет. Мы полностью его поддержали. И интересный очень фильм, мы посчитали, члены, которые выносили на обсуждение. И большое спасибо всем за поддержку, за то, что вошел в народный бюджет нашего города. Но, к сожалению, в ноябре месяце, когда мы почувствовали, что группа физически не успевает, мы договорились с исполнителем о том, чтобы они вышли с ходатайством. Инициатива, безусловно, была со стороны исполнителя, о возможности продления срока исполнения данного проекта, данной работы. И по состоянию на декабрь месяц 90% практически всей работы выполнено. Остается только этап монтирования, да, монтажа этих фильмов. Мы знаем, что это должно быть 10 фильмов. Все съемки закончены, но остается только монтаж. Да, постпродакшн у них называется, очень трудное слово. Но с этой точки зрения, в принципе, мы считаем, с учетом проделанной работы, которую Сардана и ее группа сделала, поддержать данную просьбу и выносим на рассмотрение комиссии возможности выделить дополнительные несколько месяцев для завершения этой работы. Они обещают эту работу завершить и полностью выдать на гора к 15 марта этого года. У меня все. Спасибо. Есть, коллеги, вопросы? Юрий Николаевич, с точки зрения вот учета,
точки зрения отчета я вот как раз посмотрел документ. Ну, в принципе, желательно, конечно, возможно было бы использовать, посмотреть вообще сам материал, но, к сожалению, этого нету, да. Я надеюсь, что Евгений Николаевич это посмотрел. Я доверяю Александру Николаевичу, предлагаю его поддержать. Да, как раз для этого собирались экспертная группа, да, ну, коллеги, есть предложение вынести на голосование. У нас пунктом 9 для положения есть возможность предоставить такую возможность инициаторам проекта. Поэтому кто за то, чтобы поддержать просьбу одобрительного инициатора проекта творческая группа Ренессанса, прошу проголосовать за нас. Кто против? Воздержался. Спасибо, решение принято. Ну а теперь, коллеги, переходим ко второму вопросу. Итак, начинаем рассмотрение проектов, которые должны быть реализованы в текущем году. Заявку, в текущем году и рассмотрены экспертными рабочими группами. В работе приняли решение о регулярной работе. Мы рассматриваем все эти заявки, которые набрали более 30, более 30 баллов. Ну и, соответственно, слушаем позицию закрепленных протоколов на рабочей группе и рекомендации. При этом мы условили за то, что будут показаны соответствующие презентации, материалы, которые были направлены инициаторами проекта. Ну, сегодня у нас повестка представления проекта по направлению благоустройства, руководители рабочих процедур. Сегодня у нас онлайн-трансляция обеспечена. Я прошу коллег, да, заниматься обеспечением работы комиссии на будущее заранее анонсировать, да, потому что заседание, что будет производиться онлайн-трансляция. К сожалению, вчера мы достаточно поздно. Ну, и если вопросов нет, то я предлагаю не слышно, да? Прошу. Наталья Ступня, пожалуйста. Экспертная комиссия благоустройства народный бюджет провела несколько заседаний, были заслушаны все заявители, которые после проверки того, что заявки соответствуют положению о проекте народный бюджет, были рассмотрены. Всего поступило 73 заявки, 14 было отклонено на первом этапе. Это по условиям софинансирования, не соответствующие положению о проекте народный бюджет, то есть менее 20%. 59 заявок рассматривались и оценивались, и 25 передано на рассмотрение сегодняшней комиссии. Это те заявки, которые получили, это не все заявки, которые у нас получили свыше 30 баллов, свыше 30 у нас 43 заявки. Это те, которые еще в том числе с учетом личного мнения каждого члена комиссии попали в систему, кто больше набрал, ну, исходя из здравого смысла, потому что сумма, на которую 25 заявок наших, это 21 миллион 719 тысяч 746 рублей. Конкретно по каждой заявке, да, начинаем? Да? Хорошо. Ну, в порядке того, как они поступали. Озеленение улицы Дзержинского. Так. Заявка номер 15. Озеленение улицы Дзержинского, правая сторона. Заявитель Голобайчук Петр Ульянович сам лично присутствовал. Из бюджета запрашивали 920 тысяч. Общая стоимость бюджета проекта 1 150 000. Срок реализации октябрь 2018 года. А как построить? Я не хочу, чтобы это голосуют. У меня есть предложение сразу по каждому проекту, коллеги, потому что потом очень тяжело будет вспоминать.
нету презентации. Не будет. Да, не предоставили. Да, у Головачука нету. Единственное, что могу сказать, он предлагает полностью снять грунт на протяжении от площади Орджоникидзе до вот, Камица. И ну, снять с газонов, то есть грунт и полностью посадить другие деревья. То есть полностью поменять. А? Какие деревья? Тополя, Да. правая сторона, Да. лиственница, березы, боярышник. Березы нормально сидят. В свое время Ленин пошел, как это Куда ставить на голосование? Олег, какие мнения? У меня вопрос, можно, да? Конечно. А у Петра Ульяновича какая-то фирма есть? Озеленитель. Ну, да. Он у нас заказы получает? Выигрывает конкурс? Вроде не А он было. выигрывал до этого? До этого бы И выиграл. как он тебя зарекомендовал? Хорошо, плохо? По идее нормально. В Ульяновском округе контакт был расторгнут, но некогда в руках хорошо работал. Ну, не все равно, как положено. Нет опасности, что мы это все проблемы снесем, а потом вообще ничего не получим. А вообще, Виталий Анатольевич, у меня тоже вопрос. А вот с учетом того, что это все-таки проект, который касается архитектурного облика, будет ли он согласован вообще с управлением архитектуры, какая позиция вообще с точки зрения дизайна вообще, смотрения? Это же в целом Это просто, концепция изменения просто на самом деле замена группы с у него 200 деревьев. Мы сейчас начинаем немножко дублировать работу тех экспертных групп, которые уже есть. Ну, у экспертных групп, да, наверняка были, они рассматривали, были какие-то выводы, да, по какой причине они выбрали именно этот проект. Но пускай вот это расскажут нам, почему этот проект был. Ну, сейчас Нет, здесь проголосовали, значит, я могу только свое личное говорить сейчас мнение по этому вопросу. сейчас Да? все Все проголосовали и приняли решение передать сюда. Ну, на вашем Коллеги, это презентация крайне сложная. Ну, Вот в прошлом году то же самое было. Ну, речь понятная. Давайте ставим, давайте проголосуем. Так, коллеги, значит, инициатива под номером 15, Гавайчук Петр Ульянович. Общая сумма проекта 1 миллион 150 тысяч рублей. Проект заключается в озеленении улицы Дзержинского. Значит, запрашиваемая сумма из бюджета 920 тысяч рублей. При этом вклад участников 230 тысяч рублей. Количество благополучателей 350 тысяч. Кто за реализацию данного проекта, прошу проголосовать. Один голос. Кто против? Воздержался? Спасибо, коллеги. Вот это можно по Да. процедуре сказать? Вот, общая сумма представленных проектов свыше 21 миллиона. То есть получается, все равно у нас будет некая выборка по итогам голосования, да? Мне кажется, наоборот, немножко как-то трудно, если мы сейчас один посмотрели, проголосовали, не зная о других. Вам так не кажется? Мы же в прошлом году на итоговом эти решения принимали на самом деле. Поэтому, мне кажется, здесь вот как раз мы сейчас объективно смотрим. И так же, как в прошлом году, на итоговом уже... Просто нам будет сложно, знаете, как правильно говорят, определиться. Сейчас каждый по группе будет докладывать. У каждого бюджет превышает, да, наверняка. Не у каждого, это только по двум направлениям себе изменить. Не, но в любом случае, даже по двум у нас уже наверняка превышает период. Как мы будем определять приоритеты? Что важнее, что не важнее? Сегодня доклад Дюмина, завтра вообще докладываем, да, и как вспомнить то, что было вчера, и как сравнить вот. Коллеги, ну мы этот вопрос, я еще раз напоминаю, рассматривали с вами на прошлом заседании. Было на самом деле несколько мнений, каким образом мы будем проводить с вами работу. Было одно из мнений собрать все заявки в одну группу и кучей, грубо говоря, исходя из рейтинга по количеству набранных баллов голосовать и рассматривать. При всем при этом членам комиссии также было высказано предложение о том, чтобы разбить по группам, произвести голосование, потом на итоговом рассмотреть. За это решение было принято. Поэтому, коллеги, я предлагаю не возвращаться к этому вопросу. Все было комиссионно решено, протокольно закреплено, я надеюсь, всем направлен протокол. Продолжаем работать по включению. Дальше идем на коллеги. Дайте мне, пожалуйста.
24-я заявка переоборудования детской спортивной площадки Дзержинского 7-7/1. В прошлом году мы зашли в 51-й квартал с благоустройством больших территорий Дзержинского 9, Петра Алексеева 6/2-4/3. И получается, что вот по минимальному перечню мы все сделали, там заасфальтировали. И вот для комплексности нагрузка вся легла на одну площадку Дзержинского 9. И вот ТСЖ Дзержинского 7-7/1 в лице Доброхотовой Елены Васильевны предлагают софинансирование 675 тысяч рублей, просят из бюджета 2 миллиона 497, общий бюджет этого комплекса 3 миллиона 172 тысячи. Это хорошая, добротная спортивная площадка с хорошим покрытием, значит, в комплексе детской площадки. Ну, цена адекватная тем коммерческим предложениям, которые обычно не бывают. А? Это строительный округ. Благополучателей сколько? 2270. Откуда? Ну вот именно. Значит, ну, на самом деле домов очень много, и та площадка, которую вы сделали как Дзержинского 9, она, конечно, всех этих детей, большое количество, и дорожна, например, не может, но это, наверное, неправильно, что всего одна единственная площадка на такой большой микрорайон. Я не защищаю, просто говорю о том, что мы в 51-м квартале получили некую комплексность, и уже можно было... Меня несколько цена смущает. Что-то почти по 3 миллиона 20. Слишком. Не подаватель, не площадка. Это нормальная цена. В прошлом году на Дзержинского 9 давали 2,60. Почему-то Давайте Вот именно. Нет, из тех площадок, которые есть рядом. Сейчас 7. 250 Кеп, коллеги, тут давайте конкретизируем вопрос. Была ли представлена смета? Рассматривалась ли смета экспертной рабочей группы? Смета, она в материалах есть? Смета имеется, да. Так. Заявка номер 24. И рассматривали ли эту смету с точки зрения возможности уменьшения данной суммы на экспертную рабочую группу? Смета имеется, коллеги, материалы. Ну, по поводу Не, ну смета может быть разная, надо же смотреть. Специалисты смотрели, нет? Строители. это нам составлено по вашему оценку. Каким нашим? Ну, Оценки наши, каждый- это философия. Я имею в виду, что Каждую работу можно оценить миллион, а можно 200. экспертная группа не является. Предлагает голосовать. Конечно, голосовать. Зачем вы это делаете? По поводу уменьшения, знаете, в прошлом году тут та же самая была история. Сначала дали миллион, потом, слава богу, добавили, а тут мы на Дзержинского 9 ничего не имели. Я говорю, ну смотрите, у нас, к сожалению, пересекаются, да, направления в этой части, да, и спортивные площадки у меня есть, и детские площадки у меня есть, и так же, как и у вас. Вот. Я в этой части предлагаю таким образом подойти, чтобы никому из округов не было обидно, да, из наших двух направлений, чтобы по каждому из округов была площадка спортивная и детская, когда было открыто. То есть, понятно, да? Вот в строительном округе у нас нет уже, да, Миша, допустим, спортивной площадки. Спортивный нет. Вот, поэтому я предлагаю поддержать, но при этом по цене все-таки надо поработать. Очень Ну, много. это мы на эту зону как раз выделим, как обычно бывает. Ну, просто уже можно смету проверить. Когда будет итог, надо будет ее проверить все-таки. Потому что очень смущает. Хорошо, коллеги, в целом, значит, по реализации проекта по заявке номер 24 Доброхотовой Елены Васильевны, значит, с общей стоимостью проекта 3 миллиона 172 тысячи 532 рубля с запрашиваемой суммой из бюджета 2 миллиона 497 тысяч 532. Заявка набрала всего 50 баллов. Предполагается, что эксплуатация будет осуществляться по ТСЖ. Кто за реализацию данного проекта в целом, прошу проголосовать. Считайте. Кто против? Кто воздержался? Дальше идем. 25-я заявка. Наша забота по Кровскому тракту. Запрашиваемая сумма 34 тысячи рублей из бюджета. Значит, это
проект направлен на благоустройство прилегающей территории к автобусным остановкам радио и школа музыки на Покровском тракте. То есть это очистка мест массового отдыха. Ну, практически это все будет потрачено деньги на социальную рекламу соблюдения чистоты на 2 остановках, ну и социальную рекламу в автобусах 111. Можно приготовить это социальная реклама? Вот они просто выйдут, мешки собирать мусор, будут все лето. То есть вот такая, опросит только на рекламу. Ну, в этой части совсем непонятно, потому что в текущей работе этим занимается Республика управление дорог. Ремонтом, уборкой мусора вдоль дорог. Хорошо, плохо не занимается, это вопрос второй, да? Ну а зачем сейчас в народном бюджете дублировать функции и залаживать на уборку? Я считаю, что этого не должно быть народного бюджета. Хорошо, коллеги, У где нас все остановки, да, и все надо приводить в порядок и убираться, а не только 2 раза выделять. какие еще есть вопросы и мнения, коллеги? Хорошо, коллеги, кто за реализацию данного проекта под номером 25 по инициативе Пушкиной Тамары Николаевны общей стоимостью 77 тысяч рублей, запрашиваем сумму из бюджета 34 тысячи рублей, заявка набрала 40 баллов. Кто за реализацию данного проекта, прошу проголосовать. Кто против? Воздержался? Спасибо, коллеги. Заявка номер 30. Установка на территории культурного центра Чечена Махе детской игровой площадки. В прошлом году этот же заявитель заявлялся, и была установлена сценическая площадка, которая планируется там мероприятие в летнее время, теперь просто детскую площадку. Ну, вот, запрашиваем сумму бюджета 846 тысяч рублей. Предлагаю поддержать. Единственное, в предыдущие годы у нас мы определяли сумму определенную на детские площадки. Порядка 100 тысяч. Это нам по всем направлениям, по всем округам было 100 тысяч. То есть надо поддержать, а по цене на общем итоге Да, посмотреть. коллеги, какие еще будут мнения? Вообще, с точки зрения реализации проекта в прошлом году, у нас замечания какие-то были? Нет? Нет. Заказчик, не было замечаний. Какой будет содержатель? Чечер. А есть там предусмотрено? На их территории находится, ну, в основном это будет вода. Ну ладно. Деньги Мелкий ремонт. видимо, будет предусматривать уже потом замена эскатора, еще что-то. Не, ну если в пределах территории Чечиры, в любом случае они не обсуждают. Они хотят реализовать. А насколько вот с точки зрения вот, получателей, да, насколько территория? Это подожди. Она открытая, 20 доступная, тысяч населения. доступная, да? Приоритетно надо. Это школа. Кирзавод точно. Еще, коллеги, вопросы, Давайте мнения голосуем. есть? Хорошо, коллеги, кто, значит, предлагаю голосовать по заявке номер 30 Саинджиевой Гульнары Шакуровны, значит, по реализации проекта «Детская игровая площадка КСЦ ЧИР». Общий бюджет заявки 1 063 281 рубль. Запрашиваемая сумма из бюджета 846 375 рублей. Набранное количество баллов 71 на этой рабочей группе. Кто за реализацию данного проекта, прошу проголосовать. Кто против? Воздержался. Следующий проект – это 35-я заявка, спортивная игровая площадка «Улыбка» в селе Маган. Запрашиваемая сумма из бюджета 705 тысяч рублей. Инициатор Совет общественности завода Маган. Тоже презентация? Нет. Коллеги, мы уже договаривались с презентациями, как что очень сложно ориентироваться без презентации. Что будет? Как будет? Я тоже. Ну, я думаю, надо экспертным группам все равно На как-то самом деле, доверять. картинка у вас действует. Вы же тоже как-то должны голосовать не по наитию. Не, ну, Я хочу смотрите. сказать, у вас в документах они есть.
Заявка номер. Распечатанные. Да, распечатанная, да. Заявка номер 35. Очень много бумаги. Ну, экспертная группа, наверное, все равно не просто так принимает решение. Я предлагаю на Ну, итоге конечно, мы посмотреть тоже сейчас, шли по... пробежаться, потому что в любом случае этот перечень еще будет перекрываться. Принципиально я предлагаю поддержать. А, Наталья Петровна, в итоге в чем суть? Это детская игровая площадка прямо на улице. Да, уличная площадка. Уличная площадка, а содержание Содержание труда. Администрация Магана. от администрации села Маган написано. Они, у них есть присутствие? Конечно, нету сейчас. Пока площадки-то нету. Вы о чем Площадка задали появится такие и вопросы? Нет, вопрос абсолютно верный. Самое главное, что Маган Вопрос подтверждает. абсолютно верный. Как деньги дадут на то, чего нету пока? Нет, а Совет общественности почему не Вот именно, берет на инициатор. себя, не Я берет к на чему себя говорю? инициативу по содержанию? Администрация Маган, в том числе и этот вариант, она Ну, тоже общественный рассмотрит. совет это же, извиняюсь, не ресурсообеспеченная организация. По-моему, логично, что управа примет на баланс, как происходит с другими детскими площадками. В общем, в этой части, Елена Анатольевна, я предлагаю ответственное управу Маган поставить, да, если вы этот проект выиграете, и все. Как они это решат вопрос, это их задача. Бюджет Ну, заложит или народный общественность? бюджет как раз заключался в том числе и в том, чтобы передавать и на Конечно. содержание дальнейшее. Инициатор. Хорошо, давайте голосовать. Вопрос у меня есть в этой части. Ну что, коллеги, заявка номер 35 по инициативе Совета общественности за Новый Маган. Значит, заявка по реализации спортивной игровой площадки «Улыбка» общим бюджетом 1 миллион 55 тысяч рублей, запрашиваемая сумма из бюджета 705 тысяч. Количество набранных баллов 38. Кто за реализацию данного проекта, прошу проголосовать. Кто против? Воздержался. Общее количество скажите, пожалуйста. За 4, против 4, воздержался. Хорошо, спасибо. 42-я заявка об устройстве детской спортивной площадки по Якова Потапова 66/1. В прошлом году этот объект прошел по комфортной городской среде с минимальным перечнем. И, люди активно выступили по поводу того, чтобы продолжить это мероприятие. Якова Потапова 66/1. Сесали. 42-я заявка. 37-й почему? На следующий. Нет, по протоколу Мы идет. рассматриваем те, которые набрали более 30 баллов. Заявка 42-я. Объект должен быть построен заново. Сейчас отсутствует практически, ну, что-то там очень старое стоит. Дома уже устроены, и дети со всего там, округа ходят. Общая стоимость 2 миллиона 546. Запрашивают 2 миллиона 36. Остальное это вклад инициатора и спонсор. Я предлагаю на этом этапе поддержать. Но у меня тоже по этому направлению две детские спортивные площадки именно остаются. А потом на итоговом мы разберем, какая лучше будет. Коллеги, у кого какие предложения, вопросы будут? Содержать будет управляющая компания. Ну, здесь не совсем так написано. В итоге управляющая компания все-таки обозначила, да, свои позиции о том, что она готовится. Потому что здесь вот конкретно касается МВД и жителей. Здесь, да, обязательства, да. Управляющая компания. Хорошо. Лена Анатольевна, а цены окончательные мы во время последнего У меня есть предложение рассмотреть, да. Потому что площадки что такие дорогие, мы даже не можем, очень, например, да. позволить себе ни в одном образовательном учреждении. Я Нет, согласна. мы имеем же опыт, уже 2 года, да, унифицирован, мы суммы предполагали, предположительно, они более-менее одинаковые площадки в одном ценовом параметре. Это порядка 500 тысяч, на итоговый посмотрим. Коллеги, Вот ну эти- да, потому что очень Спортивная площадка сложно. всегда предполагает, вот это самое Но дорогое. можно разделить на 2 этапа. Вот Ирина Семеновна тоже правильно сказала, что потом нам будет крайне сложно, но мы на данном этапе, мне кажется,
наверное, не должны рассматриваться. У меня есть предложение в целом сейчас голосовать по итогам рассматривать. Я и говорю про итоговое. Сейчас надо проголосовать в принципе, а на итоговом посмотрим. У меня Есть еще какие-то мнения, коллеги? Согласны все с такой работой? Хорошо. 42-я заявка по Проголосовали, да? инициативе Герасимова Герасима Геннадьевича значит, по обустройству детской спортивной площадки во дворе многоквартирных домов по этому Потапова 6,6 рублей. Общей стоимостью проекта 2 миллиона 546 тысяч, запрашиваемой суммой 2 миллиона 36 тысяч. Заявка набрала 38 баллов. Кто за реализацию данного проекта, прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? Заявка номер 48, территория детского сада номер 22 Жемчужинка в селе Пригородный. Совет родителей, спецколлектив выступают с инициативой устройства некоего состоящего из малых архитектурных форм сооружения под названием земля Ланкуля в якутском стиле. Есть такие? Все приносили. Ну, это вот как бы сейчас сцена для того, чтобы можно было что-то проводить. У нас, в принципе, кинотеатр такая площадка. А это где? По одному. Детский сад, новый детский сад, Жемчужинка. А что вы свое время не делаете? Вот именно. Там, по-моему, достаточно мало, там архитектурных форм. Вот огромная территория, она очень много пустая, Петр Иванович. Кроме вот этого маленького участка, то, что сделали в отдельной стороне, больше там ничего нет. Я не знаю. Территория сзади вообще все. Нормальная территория. Сзади так все пустое. А экспертная рабочая группа вообще рассматривала, почему именно на территории детского сада? Это муниципальное учреждение, у меня вопрос по территории пригородного, в принципе, есть территории, Это же инициатива родителей. где можно обустроить. У нас очень много проектов было на территории детских садов. У нас благодаря Я говорю, это с точки зрения того, что потом эксплуатировать проще. Когда территория какая-то кем-то скрепленная, там проще эксплуатировать. Когда она открытая, никто за этим не смотрит. Но мне, честно говоря, в том виде, как вот она есть, да, мне непонятно, что тут можно все как-то А вот это поясните, продвигать. что там? Обычная площадка и все, место Земля, проведения. лампо, детям-то Да, проведение игр, проведение Там так дети играют. детского эссе, вот этого, ну как бы, какие какие-то. Нет, У нас водополучатели федерация это только такая же. воспитанники детского сада. Так это все дети пригородного. Там просто Мне кажется, сырой проект. Ну, Там, все не родители. их идея понятна, но в Там этой части детей как нет, проработано. 10 человек. Что там, какая там это? Ничего там нету, обычная сцена, что Школа, там, скамейки. Да? Школа рядом. А в школе это тоже Площадка ничего нет, в коллеги. детском саду. Школа это пустая территория. А там же Если мы новая поддерживаем спортивную площадку-то делать. почему бы и не поддерживать садики? Да. Что? Если Садик мы новый поддерживаем 3 абсолютно. миллиона Не, я дворовую согласен с вами. площадку, там их 2-3 дома всего. Смотрите. А тут Детский сад это недавно проект. введен в эксплуатацию. Там отличная детская игровая площадка. С покрытием, со всем. Вы там кто были, съедьте, посмотрите. Сергей Сергеевич, Это лишнее а абсолютно. вторая Это часть мое этой мнение территории, она же Это пустая. же субъективное мнение, не спорьте. Давайте Конечно, коллеги, мне тоже кажется, мы имеем, конечно, право высказывать свои Голосуем. мнения, но они не являются. У нас равные права у всех членов вообще. Голосуем. Хорошо, коллеги. Значит, по инициативе Совета родителей по заявке 48 по реализации проекта «Земля Алфо» на территории детского сада Жемчужинка в селе Пригородном с общей стоимостью проекта 525 тысяч рублей, запрашиваемая сумма из бюджета 380 тысяч, с общим количеством голосов на экспертной рабочей группе 35. Предлагаю голосованию, кто за реализацию данного проекта на территории Пригородной. Кто против? Воздержался. Спасибо, коллеги. Можно, или тоже можно? Да. Вот сейчас прозвучало слово объективно, субъективно, да. Я не зря спросила, не зря попросила как бы хотя бы окинуть взглядом все проекты, да, прежде чем голосовать за проект в отдельности.
Я сейчас, вот, например, не очень понимаю, почему, ну, по каким критериям мы поддерживаем, например, детскую площадку на Дзержинского 7, а не поддерживаем детскую площадку в Магане. Вот подумайте, пожалуйста, над этим, каждый сам для себя, член конкурсной комиссии. По каким критериям, да, мы голосуем за одну и против другой? Тем более, если презентации нету. Просто Вот вот презентации, книга- конечно, коллеги, на самом деле экспертным рабочим группам мы просили экспертную рабочую группу обеспечить презентации, это было и в прошлом году, и в текущем году на прошлом заседании. Мы Магане вообще на нет этом одной детской акцентировали площадки. внимание. Одна. У нас будет Говорим о том, что крайне сложно так работать. Я не знаю, почему этого не происходит, тем более, я думаю, все инициаторы, они выступали как раз с презентациями, я не знаю, в чем проблема. Проблема какая-то есть, наверное, общая. Все такие люди, они вот картинки приносят тут. Ну, сейчас не будем уже разбираться. Да, уже. Каждый сам для себя должен определиться. На самом деле, я вот здесь хочу отметить, что в любом случае у нас есть положение с определенными критериями и принципами распределения. Я уверена в том, что все члены конкурсной комиссии Итогово же будем пересматривать. знакомы с данным решением. Хорошо, дальше идем. 56-я заявка. Обустройство открытой площадки для населения в селе Кильдямсе. Запрашиваемая сумма 451 тысяча. Необходимо какое-то место для того, чтобы проводить культурно-массовые мероприятия. Здание сельского клуба Старое. Ну, это тоже летняя открытая площадка. Что у нас предлагает? Сцена тоже. Сцена. Да, тоже сцена. Идем. Из чего размер? Ну, там у них территория это Помню, а они везде не стоят. У нас абсолютно пересекается. Все одинаково. По каким критериям разделяют? Так, коллеги, вопросы какие есть? Общая сумма проекта у нас 564 942, и спрашиваемая сумма 452 тысячи. Ну, если таких сооружений нет, теперь их нет, насколько я знаю. Мероприятие по эксплуатации и содержанию объекта не определен. Чего? НТУ. Центр народно-творческое образование. Ну, тут же написано, я что читаю. Что читаю. Таблица уже есть, центр народного творчества. Будет только проведена работа Ну, по так передаче объекта еще объекта на нет. баланс. Объекты-то еще нет. Не, ну объекта же нет, Конечно. конечно, поэтому чего передавать-то сейчас? Если он будет, его передавать. Хорошо, коллеги, какие-то И мнения объекты есть вот еще? появились, Катасов в прошлом году, замечательный объект, очень Надо ставить такие сельскому место, где собираться населению, какие-то праздники, пикник. Видно, они не смогут все время ездить. А там рядом же, да, такая же со сценой. Точно? Да, как не подъедут, там что-то было, рядышком совсем. А вот именно меня беспокоит, что территория ДК, там точно знаю, что там люди было. И там какие-то столбы были, там очень много было А вопросов. пока у них в этом же, в Соловьеве. Хорошо, коллеги, вопрос отменить решения, тогда предлагаю вынести на голосование. Значит, обустройство открытой площадки для проведения культурно-массовых мероприятий для населения села Кильдямсе по заявке Егоровой Анны Сергеевны. Заявка под номером 56, общая стоимость проекта 564 942 рубля, запрашиваемая сумма бюджета 451 953 рубля. Значит, количество баллов, которое было получено по итогам экспертной рабочей группы, 49. Кто за реализацию данного проекта, прошу проголосовать в целом. Кто против? Воздержался? Спасибо. Заявка 64. Прошу. Андрей, а мы можем
сразу да, подсчитывать и говорить, Да. потому что я тоже не успеваю. Озвучу. Прошла, да? Да. 8 за. Против 0. Дальше. 64-я заявка сквер ветеранов среднего профессионального образования по улице Строителей Халтурина, перекресток. Ну, там существующая площадка есть. Она и определена как сквер у нас в генплане. И вот они, значит, ее благоустроить. И что он Что значит благоустроить? Посадка деревьев, кустов, цветов, оформление клумб, скамейки, урны, строительство беговой дорожки, спортивной части сквера. Да, вот Ну, записано. это площадка определена в генплане как сквер. Нет, а вообще с Внешний точки облик. зрения внешнего облика, архитектурного облика, мы же не можем, вот, грубо говоря, исходя из того, что мы сейчас вырабатываем единую концепцию. Они сказали, если вы Делать. нам дадите, то мы согласуем и сделаем как то. Не, ну у нас в соответствии с положением о реализации народного проекта, на самом деле, проект обязательно подлежат согласованию с управлением архитектуры в тех случаях, если они как-то связаны с архитектурным обликом. Здесь максимум из сооружения архитектурных предлагается только Вот перекресток Халтурина, улица Строителей. Там где Всё. это место? все остальное Там же вообще места нет. С какой стороны? со стороны Где института. архитектурный это? Халтурина, строители. Вот именно, там же вообще ничего нет. Строители 8 на той стороне. Сетка стоит. Там же с левой стороны, что ли, там второй этаж, там строят многоквартирный дом. Какое там место? Да? Там места нет. Плата там застраивается, мне кажется, в этом плане. Вообще, какой юрист? Наталья Анатольевна, а вообще вот при рассмотрении таких проектов по скверам мы как-то с земельными службами взаимодействуем? именно. Вы же имеете право запрашивать всю эту информацию Просто и с ТПМТ точки там зрения посмотреть. управления архитектурной конструкции. Да? Ну, кто у вас там дом-то? Дом у вас через дорогу. Наталья Андреевна, вопрос можно? Вот я не понимаю само название сквера. Это сквер ветеранов среднего профессионального образования в городе Иркутске. Это как понять? Это сквер студенты, которые очень много учились. Или преподаватели, которые там долго преподавали. Вот я не могу Так, понять. стоп. Я знаете, я понял. Это где будет так, в смысле, что на этом месте? Ну, там вообще пустое пространство. Вот, там- скорее всего. Слушайте, там спортивный зал планируется. Нет, вот это. это на другой стороне. Перекресток из 4 углов состоит. Вот тот угол, где стоит само вот это единое, как называется это? Для единого. Все вот на том. Плата застраивается, мне кажется, надо как-то... Нет, ну вообще не запрашивали информацию с архитектурой, не согласовывали. Вот же есть же как бы, визуально. Вот это вот. Визуально понятно, архитектура должна быть. Хорошо, коллеги. Лицо на И- улице И стоит. смотрите, если это территория объектив, Да. то мы куда вот своими деньгами куда лезем? Уже верно. Поэтому и профессионального Вот именно. наследия профессионального. Ну, везде же деньги есть, поэтому я попросил, как раз ветераны. Давайте голосовать. Хорошо, коллеги. Голосуем. На самом деле вопросов так много, но предлагаю вынести на голосование. Есть проект под номером 65 общественной организации ветеранов среднего профессионального образования города Иркутска. Общая стоимость проекта 752 748 рублей, запрашиваемая сумма из бюджета 581 748 рублей. 49 баллов набрано по проекту. Кто за реализацию данного проекта, прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? Спасибо, принято. За 0, против 6, задержался 1. Так, 65-я заявка, благоустройство прилегающей территории, улица Лермонтова, 36/1. Это аналогично тому, что по Якова Потапова 66/1. Дом у нас прошел по минимальному перечню в 2017 году, значит, но дворовая территория не является только этого дома.
там прилегает поликлиника МВД, и они вышли с инициативой Совета ветеранов МВД для того, чтобы организовать прогулочные зоны, асфальтирование сделать, ну, продолжить благоустроить примерно 26-21, они предложили Это 48 класс. да, у них есть все гарантийные письма о софинансировании разных учреждений. Ну, по комплексу устроили. Ну, нет. По комплексу точно. Ну нет. Нет, ну чего там, где вы там строить, что собрались? 48 квартал, по комплексу застройки. Точно. Даже ты замечена. Под какой? Там Нету. между гаражами Каменные дома. уже, там все застроено. Там каменные дома. 47 уже у нас. Ой, И 47. 48 тоже. Чего вы Ну, спорите? может быть, он Поскочин занимается 48 квартал. Это не тот, это не в этой части уже все только с застроено. этой стороны. А что тут застроили или нет? В комплексе это все вместе будет делаться. Он учтено, нет проекта планировки этой территории. Эта планировка, это принадлежащая дому территория. Грубо говоря, мы благоустраиваем дороги. В благоустройстве дворовой территории только привлекаем средства Ветеранов. ВДШ. Ну, в смысле, Хорошо, что предполагает вообще проект? Есть какая-то визуализация, или есть ли какая-то информация, Да. какие материалы будут? так, есть смета, есть для отдыха, дорожки, там лавочки, площадки для игр детей. В настоящее время просто отсутствует твердое покрытие. И, ну, это будет тротуарная плитка, асфальтирование. Можно я добавлю, да? Дело в том, что вот, когда мы облагораживали данные адреса, несколько было выездных, понятно, вот наших проверочных выездов, да, в том числе на уровне главы города Иркутска. И тогда подходили данные товарищи, да, спрашивали, ну, как они могут, мы тогда отказывали, что немножко, ну и средств не было, но и тогда же предложили им поучаствовать в народном бюджете. И что они сделали, получается? Так, если мы этот участок закатаем в асфальт, то в том числе мы будем сочетаться с программой мэра по городу без пыли. Потому что тот участок, он у нас весь, скажем, таком грунтовом исполнении, и выезжает на асфальт, который мы проложили в этом году с двух сторон. В рамках программы, которые в рамках 44-го закона по въезду на санэпидемстанцию, да, так же получается. Очень насыщенное место, очень часто ездят, и в этом плане ради чистоты города, хотя бы в таком, скажем, участке локальном, я предлагаю поддержать инициативу. Ну, исходя из самой заявки по СМИ, предусмотрено, да, что предполагаются трудовые затраты по 1 921 000. Прочие расходы в них входят 390 000. То есть, я так понимаю, исходя из СМИ, что 390 000 материалов, все остальное это работа. Ну, вот непонятно. Я говорю, поэтому вот вы объясните, что это там плата конкретно инициаторы. а? Они, ну, на самом деле, да, там действительно чистое, во-первых, благоустройство, асфальтирование, тротуарные дорожки, игровая площадка детская и скамейка, лавочки для насаждения. Игровой площадки там нет. Ну вот так написано же, что площадка для игр детей. Ну, По смете только асфальтирование. И навес с 3 скамейками. Те работы, которые мы все равно обязаны делать. Какие будут вопросы, мнения, коллеги? Давайте загадывать голосовать. Значит, заявка номер 65 от общественной организации ветеранов по благоустройству прилегающей территории по адресам Лермонтова, 36, 1 Светлого, дом 1, 2. Общая стоимость проекта 1 921 712. Запрашиваемая сумма 1 531 712. Общая сумма баллов направлена на экспертной рабочей группе 50. Кто за реализацию данного проекта, прошу проголосовать. Кто против? Воздержался? За 7, против 1, воздержался 4.
Заявка 72. Социальный тренажерный зал культурно-оздоровительного центра «Пульс» по направлению Марка. Ну, вот нам тоже попали такие совершенно не относящиеся к благоустройству заявки, но мы вынуждены как бы были их тоже рассмотреть, Да, да. поэтому вот Это где? Спортивная площадка? это тренажерный зал. Зал, В да? здании. В здании это покупка тренажеров. А в прошлом году разве Куда не было у нас ставить? такой заявки? Куда идти с ними? Куда ставить есть помещение, есть спортзал. Для инвалидов. И закрывали. Очень хорошо. До этого было пригорода. Все проекты, они... И там именно в Пульсе было у нас. 500 тысяч, так 300 на кресло вот они потратили. Там не было места даже. Такое тренажер. А зачем я туда такое кресло, а блок? А нас как вот, это вообще слышно пребывание? Или как? В здании, значит, отопление, разводы, значит, Здание главное, еще, наше муниципальное. Я говорю, здание, дайте, вот туда топить должен. Здесь на самом деле Освещать. есть тут вот коммерческая подоплека с моей Ну, я в этом вижу, зрения что тоже. платный зал, зачем это надо? Платный зал, платный общественный транспорт. Хорошее, благое дело, спортивное. Была бы она на пространстве общественном и общий доступ, вопросов нет. А в здании у кого-то кто-то купит, деньги будут брать, с инвалидов деньги будут брать. И вообще, кто, у кого на содержании предполагается на заявке? Пульса? Ну, пусть же это не муниципальное, Пульс это наш культурный центр, управление культуры. арендует. Но арендуют, да, потому что старое здание сгорело. Вопрос ставить сейчас вообще, что здание плохое, надо им другое ставить. Маркина, чуть Да, ли. по зданию они объяснили, что... А мы туда хотим сейчас тренажерный зал. Но мы в любом случае не дальше арендовать в ближайшее время, потому что других вариантов нет. Надо такие площадки При этом, ставить. да, при этом Мархинцы всегда возмещается тем, что вот Хатасы мы поддержали по строительству спортивного зала, когда как Мархи такового нет. Тоже поддержать. Мы будем привязывать, в том числе и в марке. Просто не знаешь, и Татарский марке, в первую очередь. Так одинаковые дети. Ну, это хорошо. А это, я считаю, если это коммерческая подоплека, то это не надо. Мы же не говорим, что... А тут, Где написано, что это да. Ну, здание, я же спрашиваю, здание стоит, да? Это ваше подозрение, что ли? Не надо об этом Вот, говорить. например, в том же Хорошо, пригороде. ребята, Его же не используют как как-то. бы фиксировать, что если они социальные, нужно, чтобы они социальные группы тогда набирали. В этом случае они получают. Так у них так и стоит, В Москве же естественно. нет вообще Бесплатно. То, что марке нужно, таких лекторов, да, но группу будут. Ну вот, чтобы они количественность они показали. Вот. скажите, он Подписи бесплатный они будет? собрали. Для посещения он бесплатный будет? Подписи приложены. Бесплатный будет для посещения или нет? Вот один вопрос. Группы бесплатные Да, будут, да. бесплатно в том числе. В том числе. А в том То есть группы числе, социальные. это как? Да, Да. да. Если кто хочет поддержать, то с учетом того, что для уточнения, какое количество этих социальных групп будет, какое количество людей они заходят. Ну и где это будет? Где вообще внутри? Может, я же говорю, В здании прямо там надо есть было где-то вот спортивный спортивный зал. убрать, лобби, 200 тренажеров, там поставить. В прошлом году же это было. На самом деле это же должны быть и тренеры с соответствующим образованием, Есть, и есть. медработники. Насколько это вообще, мне кажется, такое. Они говорят, что у них все люди есть. А у кого Есть, да? есть? У кого есть? Так, Ивановна, есть? Есть у пульса. Пульс это наш муниципальный? Нет. Нет? Нет, ну как не наше, учреждение же наше, Петр Иванович. А там МБУ от ЦНТ это что? На Это баланс? Центр народного творчества управления Вот. культуры. На баланс тебе дается МБУ от ЦНТ. Это наше учреждение управления культуры. обслуживают для них. Если наши, тогда вопросов Это нет. наше, да. Это культура. Просто Меня управление единственное культуры, оно интересует, же... вот, главное, это Насколько это бесплатно, я соответствует туда проекту нашему по народному бюджету? Коллеги, вопрос. В народном бюджете, считаю, должно быть общественное лучшее пользование объектами направленные. А не так, У нас же есть не дай бог, если будет ограничения. коммерческое, вообще, я не знаю, всех принципов нарушения. Если будет бесплатно, я бы поддержал с удовольствием, и все будут бесплатно. Мы на каких принципах работаем? Деньги какие-то берут за обслуживание? Семейный Мария. Ну, Коллеги, кусок я бесплатно, правильно? обращаю внимание, коллеги, я обращаю внимание на пункт 1.3 положения на народном бюджете, который
счет программы «Народный бюджет» на закупку оборудования транспортных средств для нужд администрации муниципальных образований, общественных организаций. У нас по этому поводу каждый год, ну, во всяком случае, тоже вопросы возникали. Здесь конкретно идет оборудование, которое мы собираемся передать муниципальному учреждению. Такого вопроса точно есть. Я предлагаю об этом задуматься при голосовании. Да, в этой части. Хорошо, коллеги, предлагаю вынести на голосование, если вопросов больше нет. Значит, заявка номер 72 по специальному тренажерному залу Соколютовой Вияры Васильевны и Совета молодежи общей стоимостью 701 900 рублей. Запрашиваемая сумма 561 тысяча рублей. 46 баллов. Заявка набрала в рамках экспертной рабочей группы. Кто за реализацию данного проекта, прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? Спасибо. За 5, против 4, воздержался 1. И какое решение? Форма? Так, Миша. Заявка номер 73. Устройство спортивной площадки на территории школы номер 15. Территория большая. А Михаил знает, да, где у вас спортивная площадка, что там? Да, вот я ему дал выше. Я не знаю, отслеживать, потому что у каждого вуза была по одной спортивной. Ну, может, ты подъедешь. Ладно, хотя бы. Может, буду так же будет. Спортивная площадка на территории школы номер 15. Инициативная группа родительской общественности школы 15. Территория большая. Мы ее делали не наводнение, а наоборот водоотведение, для того, чтобы эту площадку освободить. Она теперь вполне пригодна для того, чтобы там что-то устраивать. Слава Богу, болото отвели. И вот теперь уже можно дальше. У них есть воля, но необходимо вот исполнить. Голосуем. Дети ходят со всего микрорайона. Причем дети ходят такого тяжелого округа, промышленного. У них еще надежный спонсор есть. Да, на самом деле, по промышленному Это наш, коллеги, как нам в прошлом году по 21 нашим году дворам предполагает строительство за счет не смотрите. муниципального бюджета никаких объектов спортивного Да, и не поздно. такого значения, поэтому мне кажется, надо Надо поддержать. Надо поддержать предложение. Так, коллеги, 73-я заявка по инициативе Запорожца Ирины Юрьевны. Общая стоимость 1 985 000 рублей на устройство спортивной площадки с уличными тренажерами. Значит, по запрашиваемая сумма 1 538 000. При этом однозначно с учетом того, что вот я озвучивала по народному бюджету насчет передачи оборудования, да, СОЖ, я все-таки предлагаю, чтобы на эксплуатацию мы передавали не школе, а инициативной группе, чтобы не было нарушений с таким условием. Кто за реализацию данного проекта, прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? За единогласно. Заявка 103. Коллеги, мы рассматривали с вами на прошлом заседании предложение, все должно быть в соответствии. Или мы сами себя нарушаем, или мы вносим изменения. Заявка 103. Знаки против мусора на протоке Хатассы. Мучаются все-таки наши территории туда-туда. Ну, это тот, который у вас не прошел, но набрал более 30 баллов, да? Нет, он, и главное, что людей за, которые проголосовали, но на комиссии было много. Там, наверное, я должна Для меня непонятное сооружение за 2 миллиона, можно ли построить качественный, хороший бассейн. Это в сауне, да? Но это будет и бассейн, и баня. Сауна общедоступная? И баня, да. Общественные, скорее всего, коммерческие. Ну, это оборудование для нашей муниципальной бани. Не, ну, коллеги, ну, это же должно быть передано МУПу. Ну, а как? Это же никак не ляжет с принципами ПСК это баня. Эксплуатация бани, на самом деле, Здание бани. мне кажется, явно противоречит Да. принципу. Проголосуем. Давайте проголосуем, но это баня
все-таки положение, коллеги. Наша 83 квадратных метра. 128 заявка Это тоже общее. поддержала рабочая группа. 83 это общее. Значит, по Ладно, 8 бассейнам. Коллеги, я понимаю, что все устали, но давайте доходим до конца, и чтобы слышно было. Так, коллеги, у нас остается буквально 15 минут. Кто за реализацию проекта по строительству бассейна, прошу проголосовать. Кто против? Воздержался. Спасибо. 130-я заявка, памятник легендарному автомобилю ГАЗ-М20 «Победа». Будет устанавливаться в автодорожном округе Покровский тракт 5 километров на всеобщем обозрении. Автомобиль существует, его надо просто восстановить, отреставрировать и кузов, и основные деньги, конечно, это постамент. И куда его поставить? На Покровском тракте 5 километров, это, видимо, в районе ГАИ, да? Эта заявка у нас в прошлом году была. У вас количество благополучателей, один человек. Хозяин автомобиля. Это въездной знак. Какой номер это? Не, въездной знак Это где 130-й номер заявки. У меня просто... Голосовать. Кто против? Кто воздержался? Спасибо. Ирина Вячеславовна, по устройстве спортивного... Да, мы будем на итоговом такое решение. То есть пока мы в целом за смету реализацию проекта. Вообще-то странно, построить за какие-то деньги, а потом... По реализации спортивной детской площадки, коллеги, последнюю заявку смотрим. Все, дальше мы должны будем, к сожалению, закончить сегодня. Потому что мы не вложили в свое время, а я говорю, что у нас в Владимире, оказывается, уже зал занят. Есть. Кто за реализацию проекта по детской спортивной площадке? По заявке под номером 140 прошу проголосовать. Кто против? Я против. Кто воздержался? За 6, против 3, воздержался 1. Да. 7 рублей. Кто за реализацию проекта прошу проголосовать. Против? Воздержался. Спасибо, коллеги. Ну, коллеги, я предлагаю следующий опять. По протоколу 2. Сейчас мы не успеем. По протоколу 2. Две заявки осталось. 161 и 164. Может, кто посмотрите? Глава. Я ваш протокол. А вы перевяжите? Нет, у меня вот такой школы, сейчас это посмотрим. Так, вот эти оставляем. да? Оставляйте. Эти убираем. Завтра дальше. Можно я буквально на одну секунду, да? Вот, коллеги, мы отклонили детскую площадку в Магане, а поддержали тренажеры, в которых у нас есть сомнения по их коммерческой составляющей. Это как вообще? Предлагаю к Магану вернуться. 10 минут. А я еще, кстати, всем, уважаемые коллеги, да, я хочу напомнить о том, что все мы обладаем равными правами. Если есть какое-то особое мнение у членов комиссии, в том числе по соблюдению или несоблюдению положения о порядке реализации, вы имеете право написать свое особое мнение. Стоимость несопоставимая. И оно будет рассмотрено.